Расизм в Москве уже давно не вызывает удивления. История нашей землячки тому подтверждение. Она живет в столице, ведет собственный бизнес и стабильно раз в полгода сталкивается с дискриминацией. Просто послушайте ее историю. Мечтаю жить в городе, где у всех азиатское лицо. Короче, я снимаю с банкомата деньги, у меня операций много, и как бы я долго занимаю его. И оказывается, они занимают за мной очередь, и ничего не говорят. А я же не знаю, что они там хотят, да? Третьим глазом я же не почувствую, они же могли сказать, допустим, девушка, можно я быстро сниму и так далее. Я не против этого как бы. Но я же не знаю, что они вообще стоят сзади меня. И оказывается, за мной стоял дедушка в очереди, а я этого даже не знаю, не слышу, потому что, как бы это проходное место, там шумов-то много. И просто резко начал кричать: «Вы здесь полдня, что ли, будете стоять, Инди?» Я вообще испугалась, я ему, конечно, уступила, ну давайте, я не знала, что вы стоите, Дивень. А он на меня обиделся, и просто вышел. Жестко он таким осуждающим взглядом смотрит и, короче, ушел. Ну, хорошо, что я поделаю детям. Потом заходит опять тот же дедушка, второй раз, подумал, что я, типа, ушла в уло, увидел меня, прям подошел вот так близко и, типа, смотрит в упор. Жестко долго смотрел, разглядывал лох. И молчал, и просто вышел. Вообще страшного брата. Да, дорогие? Я уверена, что 100% такой ситуации бы не было, если бы я была русской внешности. Короче, Москва — это классное место, чтобы строить карьеру и получать образование, но никак не пускать корни. Потому что представьте, что вы отправили детей в сад, в школу и так далее, и к ним будет такое же отношение. Трэш, потому что я такого бы не хотела для себя, для своих детей тем более. Поэтому, это чисто мое мнение. Я в Москве живу уже почти 1,5 года, и каждые полгода стабильно сталкиваюсь с таким отношением. Такое вообще нельзя никак спутать, потому что, это все считывается по тону речи, по взгляду, по отношению к тебе. Короче, все понятно. Те, кто сталкивались, сразу поймут, о чем я. А так, я чувствую жесткий контраст, когда я, допустим, при параде. С макияжем, в укладке и так далее, там вообще отношение другое. А когда я вот так выгляжу, чаще всего я вот так выгляжу. Потому что, чтобы пойти в садовод на закуп или отправить мороженое, я не буду сейчас наводить марафет. Мне это вообще не надо, мне не до этого, понимаете? И когда ты выглядишь по-простому, в обычных спортивных штанах, кроссовках и куртке, это вообще... Но очень часто чувствуешь такие неприятные взгляды. Особенно в метро. Это вообще врата ада. Ты сидишь, напротив тебя сидят люди, их вообще не смущает ничего, они могут вот так сидеть, смотреть на тебя очень долго, вообще 10 минут, а ты как бы их видишь и чувствуешь их взгляд в ладе, их ничего не смущает. Я могу понять, когда так делают дети, но когда так делают взрослые люди, этого я никак не понять не могу. Особенно так делает